В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум, главное сегодня. На пути к доблести. С каждым днем новый наук, Начальник регионального управления Росгвардии с инспекцией посетил полк «Север». Новая жизнь. Спасибо брату Рамзану Кадырову. Альхамдулилля, очень хорошо. И на работе, и на улице, и в жилье. Еще двоих беженцев из сектора Газы трудоустроили в медучреждения. О специальностях и опыте врачей расскажет Лейла Муртазова. Дорога жизни. Мы видим, активно ведутся работы, уже большой объем работы сделали. После реконструкции открыли мост через реку, соединяющий две части селения Мескер-Юрт. Каковы технические характеристики сооружения? Владимир Путин встретился с юными участниками движения первых. В выставке «Россия» на ВДНХ принимали участие и представители Чеченской Республики. Президент страны похвалил ребят за многочисленность, выделил самые яркие проекты и пожелал участникам больше мечтать и под руководством наставников также их исполнять. Стоит отметить, что делегаты из региона участвуют в стратегических сессиях, мастер-классах, панельных дискуссиях, мотивационных встречах и экскурсиях по павильонам выставки «Россия». Ваши наставники, ваши родители, они всегда с вами. Они всегда были и будут с вами всегда. И мне очень хочется сказать им слова благодарности. Но будет лучше, вот я сейчас подумал, будет лучше, если мы с вами сделаем это прямо здесь, сейчас и вместе. Сделаем? На счет 3. Вдохнули. Спасибо. 1, 2, 3. Спасибо! Я желаю вам удачи. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции и жителям новых территорий. Рамзан Кадыров вместе с начальником отдела обеспечения безопасности главы региона Адамом Кадыровым осмотрел очередную партию гуманитарного груза, состоящую из современных реанимобилей, а также 60 наименований медицинских изделий и оборудования для комплексного оснащения операционных отделений. Все они направлены в госпитали Ахмат в Донецке и Луганске. Начальник регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов посетил с инспекцией специальный моторизованный полк «Север» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В своем обращении к личному составу генерал-лейтенант выразил признание и благодарность за их доблестный путь и успешное выполнение поставленных задач. Наталья Депутатова с подробностями. В первую очередь генерал-лейтенант Шарип Делимханов ознакомился с ежедневной служебной деятельностью подразделения. Военнослужащие под командованием Мусы Бесаева совершенствуют свои военные навыки. Здесь же был продемонстрирован высокий уровень подготовки бойцов и их профессионализм на поле боя. На построении полка было проверено состояние вооружения и экипировки бойцов. Начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике подчеркнул, что благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, а также командованию Росгвардии у военных есть все необходимое материально-техническое обеспечение. С каждым днем новый наук,
ويتعرفش ويخزع проблемы شو ما دات большое не самое современное меди. Обращаясь к строю, Шарип Делимханов отметил, что личный состав подразделения проходит доблестный путь, успешно решая на нем поставленные задачи, следуя пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Эффективно показывают себя во всех операциях, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Каждый боец из Чеченской دينا بزوجها اشتغلت يشتغل سوداء ساشي كويس وورد وقر دنيا جاه بيو ملدهم ستنيست شيطانش إيش بيو شيطان حلا بريتش باكش بوش نتاشي كويس طولم وجا هيكلر وندا جوا بون دادو ودالا بايمرا بوس نية دادو. После вниманию был представлен специализированный класс по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов, где военные практикуются в управлении дронами. Шарип Делимханов пожелал успехов всему личному составу полка и подполковнику Мусе Бисаеву, выразив уверенность, что они без сомнения выполнят любые приказы и задачи во имя мира и процветания нашего государства и республики. Наталья Депутатова, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова отправил очередную гуманитарную помощь в Запорожскую область. Начальник медико-санитарной части МВД России по Чеченской Республике Рамзан Альдебиров передал груз с медикаментами в Бердянский госпиталь, после чего состоялась встреча с командирами взводного отряда «Ахмат». Им передали машину скорой помощи, также с ними на месте будет работать один медицинский сотрудник. В парламенте прошло 63-е пленарное заседание под председательством Магомеда Даудова. Депутаты рассмотрели 52 вопроса, включая федеральные и региональные законопроекты. Единогласным решением был принят закон о включении в состав Терлойского сельского поселения и Тумкалинского муниципалитета населенных пунктов Кей, Гемара, Малхиста и Никара, образованных в рамках развития исторических территорий Галанчевского района. Вместе с тем были приняты и ряд других региональных законов. Так, депутаты единогласно проголосовали за назначение на вакантную должность мирового судьи в 9-м участке Висаитовского района Грозного Тамилы Заурбековой. От лица собравшихся спикер парламента пожелал ей успехов. В парламент Чеченской Республики представлены все необходимые документы кандидата. Комитет предлагает поддержать кандидатуру. То за данное предложение прошу голосовать. Еще два беженца из сектора Газы, обладающих медицинским образованием, были приняты на работу в медучреждения. Они обладают значительным опытом работы в данной сфере. Ранее уже 22 эвакуированных были трудоустроены в клинике региона. Для обеспечения комфортного переезда на новое рабочее место Министерство транспорта, связи и цифрового развития предоставит им маршрутный автомобиль. Репортаж Лейлы Муртазовой. Но ей нельзя. Ей только парацетамоль, это в крайнем случае. Витамин С это хороший для печени, хорошо, и для аллергии. Диагностика, лечение и общение с пациентами. Салях Хасан постепенно возвращается к своему любимому делу. Это его первый рабочий день в республиканском кожно-венерологическом диспансере. По специальности он дерматолог со стажем более 15 лет. До страшных событий в Палестине врач работал в секторе Газа. Слава Аллаху, альхамдулиллах, очень хорошо наши братья и сестры чеченцы. Они такие же люди, как и мы, верующие, хорошие мусульмане, добрые, щедрые. Они даже мы не чувствуем, что приехали в чужую, как будто приехали с Газа в Рамалла. Это наша, как наша страна. Альхамдулилля, очень хорошо. И на работе, и на улице, и в жилье, где мы там принимали нас. И это, конечно, спасибо брату Рамзану Кадырову, глава Чеченской Республики. Салях Хасан быстро адаптировался на новом месте и нашел общий язык как с коллегами, так и с пациентами. В 1992 году он получил медицинское образование в Крыму, вернулся на родину и продолжил там свою профессиональную деятельность. В регион он прибыл вместе со своей семьей и теперь обустраивается в новых для себя условиях. Проявил огромный энтузиазм, мы сами зарядились этим энтузиазмом от него. И сегодня он приступил к своим трудовым обязанностям, мы определили ему рабочее место, предоставили рабочее. И мы очень рады, что в наш дружный коллектив влился наш брат, наш коллега Салях Хасан.
И будем всесторонне, по возможности, конечно же, ему помогать в работе. Четвертая поликлиника тоже пополнилась еще одним опытным палестинским специалистом. Насиф – дерматолог. В этой сфере он работал долгое время и имел свою клинику, пока война не лишила его крова и рабочего места. Сегодня он вместе с близкими привыкает к новой жизни. Очень довольны, что я попал из Чечни. И спасибо президенту Чеченской Республики Рамазан Кадыров. И спасибо тоже Хадижат, которая она нам помогала в всем, что нам потребуется. Принимали сразу на работу, каждый по своей специальности. У нас тоже работа хорошая, только у нас здесь трудно сейчас, между прочим, работать с компьютерами, с таким диагнозом, потому что уже 22 года не писали на русском. Уже забили, сейчас очень пишем на латинском или на английском языке. Трудоустроенные беженцы на каждом рабочем месте стараются приносить пользу, помогать людям и делиться со своим опытом с местными специалистами. Они уже считают себя частью большой многонациональной республики. Палестинские беженцы активно трудоустраиваются в регионе. Они трудятся в сферах здравоохранения, образования, общественного питания и в других направлениях. Это поможет им адаптироваться и продолжить свою профессиональную деятельность. Лейла Муртазова, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. На совещании муниципальных чиновников с ведущими архитекторами страны обсудили будущий мастер-план Шали. В рамках работы над проектом проведут комплексный анализ территории города. Основными целями являются улучшение качества жизни населения и стимулирование экономического роста. Мадина Кураева о том, каких преобразований ждать в Шали. Шали – один из красивейших городов республики. С каждым годом он притягивает все больше туристов. Развиваются все сферы, строятся новые объекты, общественные пространства. Здесь находится одна из крупнейших и прекраснейших святынь в Европе. Мечеть имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, гордость мусульман. Развитие города продолжается. Его мастер-план обсудили на заседании, где присутствовали глава района и ведущие архитекторы страны. Участники обсудили новые проекты усовершенствования нескольких территорий центральной части Шали. Необходимо место для мероприятий, для дальше многоквартирных домов. То есть уже появляются инвесторы, которые хотят строить. То есть нам сейчас важно, чтобы в будущем для населения Шалинского района и для приезжих это было удобно, чтобы не строились дома там, где хотят инвесторы. То есть был план, план высотности, чтобы не потерялся вид, значимость мечети. И все это надо все правильно спланировать. На первом этапе планируют реконструировать более 20 гектаров территории. Здесь будут площадки для инвесторов, зоны отдыха и набережная. Эксперты выразили разнообразные идеи, касающиеся не только внешнего вида города, но и инфраструктурных изменений, которые помогут создать комфортное и современное пространство для жителей и гостей. Особое внимание уделили сохранению исторического характера, так, чтобы мечеть оставалась центральной частью в обновленном виде. Мечеть, которая является самым сердцем города и одной из важнейших таких архитектурных, культурных доминант не только района, но и вообще республики, конечно, важно сохранить вот это вот чистое восприятие этой мечети, да, с основных видовых точек. Вот это важнейший момент, важнейший культурно-исторический момент, от которого мы должны, грубо говоря, плясать, планируя развитие территории района и, в частности, центральной части города. На начальном этапе эксперты будут работать над проектированием. Внимание акцентируют на строительстве многоэтажных домов. Самое важное – это их расположение. Таким образом, чтобы не только существующие площадки, с которых обозревается мечеть, да, или, например, трасса, по которой мы едем и видим мечеть издалека, и она должна сохранять свой силуэт на фоне неба, но и планируемые площадки, площадь, которую можно запланировать, да, к востоку от мечети, да, такая городская для проведения публичных мероприятий, чтобы, конечно, ее раскрытие с этой площади, они как раз не противоречили вот этим культурным аспектам самой мечети. В планах создать зеленый каркас, который позволит жителям и туристам гулять в центре и любоваться красивыми объектами города. Для этого архитекторы будут тщательно создавать новый проект. В своих работах они также будут учитывать пожелания жителей. Собираем исходные данные, постепенно приступаем к комплексной оценке территории. А после этого, наверное, в течение где-то 1,5-2 месяцев у нас появятся первые
эскизы и первые проектные предложения по развитию территорий. Мы их обсудим, собственно, с руководством района, скорее всего, с руководством республики также. И на основе замечаний и предложений уже будем в течение еще, может быть, 2-3 месяцев эту работу завершать. И в результате будем ее сдавать в виде, собственно, красивых визуализаций, планировок и какая-то текстовая часть, обосновывающая все, в общем-то, наши решения. Новые проекты намного улучшат облик и общественное пространство города, что позволит привлечь внимание не только местных жителей, но и туристов, что в свою очередь может способствовать развитию туристического потенциала республики. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Торжественно открыли мост, соединяющий две части с селением Мескер-Юрт. Переправа реконструирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В красочной церемонии открытия приняли участие представители республиканских властей и почти все местные жители. Новая переправа, которой можно безопасно пользоваться круглый год, значительно улучшит качество жизни в селении. Валентина Гусевская узнавала характеристики важного сооружения. Исторически сложилось, что село Мескер-Юрт расположено на двух берегах реки Джалки. А с апреля прошлого года здесь началась реконструкция моста, построенного еще в 1962 году. В селе живет почти 13 тысяч жителей. Как минимум один раз в неделю половина из них переходит на другой берег, на котором находится мечеть. Протяженность моста составит 62 метра. На объекте проведены работы по демонтажу старого моста и переносу инженерных коммуникаций, в том числе газовых труб. Переправа возводится на 4 железобетонных опорах. 80% подземных работ выполнено. Четвертый опоры Ростверген армированный каркас собрать яшпуш, и даял жалт уже опор шума даюаттан регл даюаттана хал дол жалт уже до марта дал мудаха середине марта халах, то есть ишт дагаду, то балк наш таях дагаду ишт дабах беш мухабах дал мула. Объект реконструируется в рамках национального проекта России «Безопасные и качественные дороги». За ходом строительства наблюдают представители Народного фронта. Начиная с 2019 года, как нацпроекты у нас начали реализовываться в республике, мы осуществляем общественный контроль над объектами нацпроекта. Здесь мы видим, активно ведутся работы, уже большой объем работы сделали. Техника, рабочие, все в наличии есть. Так. Общая площадь мостов в регионе, которые приведут в нормативное состояние в 2024 году, составит 433 погонных метра. В их число входит не только реконструкция, но и ремонт сооружений. На 2024 год у нас вместе с ремонтными мостами есть такая формулировка ремонт моста, то есть приведение эстетический вид, восстановление регуляции или проезжей части. У нас 8 мостов на сегодняшний день определены. Реконструированный мост находится на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» и имеет важное значение для всего региона. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре этого года. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на нашем аккаунте в социальной платформе ВКонтакте. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.